Дизайн. Искусство 21 века. Все мы с вами оказываемся так или иначе связаны с этим удивительным явлением культуры. Дизайн. Именно эту тему мы выбрали для нашей книжной выставки. Я хочу сказать, что технари тоже не чужды дизайну. Я даже не говорю сейчас о промышленном дизайне, потому что это такое отдельное явление. Но я вот, например, у меня как настольная книга, книга Папанака, известного дизайнера, который себя там и к промышленникам относил. Но вообще-то он, вообще дизайн-то ведь, если как бы в этимологию слова посмотреть, оно даже непонятно, к чему больше относится. К технологиям или к искусству. И когда читаешь, то Папанака, понимаешь, что любой творческий человек сегодня вот не может творить без каких-то элементов дизайна. Это во всем начинается. Но научный работник, чтобы оформить свою статью или книгу, он должен задуматься, чтобы эта книга привлекла внимание читателя, как разместить литературу, как ее оформить, как разместить материал, какие рисунки туда дать, как обложку оформить. Как театр начинается с вешалки, так книжка с обложки. Поэтому вот уже элементы дизайна сразу графического тут начинают присутствовать. Ведь вот когда человек познает мир, да, он знание об этом мире начинает фиксировать для диахронной и синхронной передачи, да, то есть в пределах своего поколения и следующим поколениям, чтобы никто велосипед не изобретал. Речи, понятно, нет, нарративных источников нету, да, вот образно, да, фиксируется. Но ведь очень важно настрой, мы же люди, да, очень важен настрой, с которым мы это делаем. Когда перед фресками в пещере человек начинает изображать сцены удачной охоты, он думает, что он заклинает зверя, да? Мы понимаем, перед нами первый сеанс аутотренинга. Человеку надо быть уверенным в себе. То есть понятно, как он изобразит мир, как солярные знаки рождаются, как знаки воды и так далее. Но ведь нужно изобразить чувства, с которыми человек собирается покорить этот мир. И вот как раз чувства, они передаются через цвет. Рождается система. Параллельно, а некоторые ученые считают, что раньше, чем трехчастная структура мира выразилась вот, в формах, она родилась в цвете. Красный, черный, белый, да? Срединный мир красный, нижний мир черный, верхний мир белый. Цвета символическое значение имеют. Они путем ассоциаций обозначают конкретные понятия. И люди идут это, фиксируют, понимают и так далее, и так далее. Но когда это начинают применять сознательно. Ведь если мы говорим о дизайне, мы говорим об искусстве 21 века, я просто хочу сказать, дизайн решает проблемы современные, да? Но его же нельзя отделить от опыта, тысячелетнего опыта человечества. И я нашла, мне кажется, что я нашла. Вот вспоминайте искусство Древней Греции, да? Вот строят храмы, самые там вот период архаики. Самое мощное, самое тяжелое, когда перекрытие достигает там 1/4 от высоты всего храма. И вот впервые цвет перестает быть символическим, он используется в дизайнерских целях. Вспоминайте, низ, целлу, колонны, стилобат не красятся, да? Они единым цветом, все объединяется, и они становятся мощнее, чем они есть. Тяжеленный антаблемент, тяжеленное перекрытие начинают дробить, да, раскрашивая метопы, реглифы, потолки, фронтоны, да, и он этим самым становится легче. Первое дизайнерское, да, применение цвета. Второе, средневековье. Вроде бы у нас между античностью и средневековьем черная яма человечества, да, снова возрождается первобытно-общинный строй, теряются технические знания, теряется письменность и так далее. И вот в эпоху Средневековья такое ощущение, что все по новой начинают создавать. Единственный институт, в котором сохранилось понятие цвета, да, это церковь, институт ортодоксальный. Но там очень сложно, потому что вот те понятия цветов, которые были заложены в архаике, они в церкви-то и претерпели изменения, да, красный стал обозначать кровь мучеников, пролитых праведно, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, без цветовой символики никуда нельзя. Кому она первая понадобилась? Кто ее попробовал
рассмотреть, ну вот, современной средневековье точки зрения. Рыцари, куртуазная культура, любовь к прекрасной даме, да, самые как бы характерные примеры Тристан и Изольда, да, спят в одной постели, между ними обоюдоострый меч, то есть куртуазная культура, в отличие от любви христианской, любви в браке, да, она исповедует любовь к прекрасной даме. Прекрасная дама это символ, это идеал, ну там жена дома сидит. Ничего страшного, да? Именно прекрасной даме. Ты с ней можешь и двух слов не сказать, а поговорить так хочется рассказать о своей любви. Как? Да через цвет, через костюм. Повязывает рыцаря на себе, на предплечье шарф или ленты цвета ее герба. И всем понятно, кого он любит. Кстати, смотрите, цвета идут рядом с людьми, маркируют их. Ведь в средневековье, я сейчас даже скажу точно до какого, до 14 века человек ведь как личность не рассматривался. И в цветовой символике это отражено. Потому что платье ми-парти, да, то есть мой род, человек имел право носить платье вот этих 4 гербовых цветов. Его определяли как частичку рода. И вот только в 14 веке граф Савойский принял имя зеленого графа, поскольку он надеялся победить в турнире и дал такой обет Богоматери, что если он победит в турнире, он примет на себя имя зеленого графа и будет ходить в зеленых одеждах до конца дней своих, потому что зеленый цвет надежды. Тем не менее, именно в это время начинают складываться цветовые сочетания и новые понятия, да, как таковые. Костюм начинает говорить. Ну, конечно, костюм. А где еще? Да, в то же время как бы цветов-то обычно ни в интерьере, нигде достаточно мало было. Цвета как материальное состояние души. Любые цветовые сочетания эпохи, они ее отражают. Смотрите, за средневековьем следует возрождение. Эпоха бурная, очень сексуальная, да, мощная. И смотрите, как играют краски, да, сочетания цветов контрастные. Пурпурный, оранжевый, фиолетовый, изумрудно-зеленый и в интерьерах, и в костюмах, и в полотнах художников, да. Дальше барокко. Нет, страсти как бы чуть-чуть утихают, они еще есть, но над всем главенствует монарх. И уже нет контрастных сочетаний, сочетания другие идут. И в интерьере, и в костюме, и в предметах декоративно-прикладного искусства. Красное с золотом, черное с золотом, голубое с золотом, белое с золотом. Монарх, как живое божество, да, живое воплощение божества, разливает свое золотое сияние вокруг. Следующая эпоха рококо, да. А все, а театральность, а уже только чувственность, а страстей нет, все, Ромео и Джульетта здесь нет, они не будут умирать от любви, да. И цвета пошли пастельные, изумрудно-зеленый сменяется бледно-зеленым, серо-зеленым, да, оранжевый бледно-желтым, все угасает, все театрализовано, но самая эротическая эпоха, которая дает нам множество оттенков человеческого тела. Цвет, появляются какие цвета? Цвет живота девочки, цвет живота монашенки, цвет живота женщины после ночи любви, цвет бедра испуганной нимфы, или в русском варианте цвет ляжки испуганной Машки, да? Ну да, вот эротическая эпоха, и появляются эти цвета. А цвета-то ведь они еще верно-подданнические чувства выражают. Рождается Людовик XIV, он маленький, но он уже король. И придворные дружно переодеваются в платье цвета кака-дофин. Ну, по-русски цвет детской неожиданности, да? В России этого не было, в России очень опасно подражать монархам. Мария Антуанетта приходит на прием в платье коричневого цвета, каштанового цвета. Людовик ей говорит: вы что, мадам, что это на вас платье блошиного цвета одетое? Это не важно. На другой день все дамы появляются в различных оттенках. Цвет блошиного животика, цвет блошиных ног, цвет блохи в период родильной горячки. Ну, не знаем мы, какие это цвета, но они же были, да? Вот. А я хочу сказать, вот 21 век, да? Что происходит? Цвета, и, конечно, они и подсознательно это идет. У нас ведь подсознание и сознание как бутерброд, да? Подсознание — толстый кусок хлеба и тоненькое, намазано маслом сознание. Врываются яркие цвета.
сначала, я бы сказала, вот доминантой 21 века, начала 21 века отмечают и философы, вот Жан Бодрияр, да, то еще у нас писал искусствоведы, что красный цвет. Почему? Это с чем связано? Это связано с социальным статусом женщины. Он повышается. У нас женщины фотомодели, у нас женщины кинозвезды, премьер-министры, президенты. Женщине очень важно, если она статусна, яркий цвет ей нужен, да? Она должна обратить на себя внимание. Но она, в отличие от мужчины, очень-очень хочет защитить свой внутренний мир, да? Никого не пустить. И вот красный цвет. Бодрияр об этом чего писал в системе вещей? Что оденьте красный цвет, и вы станете более чем голым. Вы станете голым объектом. Все. Вас видно, но что внутри вас, не знает никто. Да? Дальше что происходит? Смотрите. У нас система, мне еще очень что понравилось. Как меняется отношение к цветам? Вот мы стали говорить сейчас о толерантности, да, из дизайна стали исчезать яркие цвета. Как? Почему? Ведь специально же их вводили. Вот смотри, 60-е годы, да, как раз возникает вот эта гонка, возникают трудоголики, человек начинает жить. Дом, машина, офис, машина, дом. Карьера растет, растет депрессия. Что делать? Чего делать? Дизайнеры нашли способ. Эмоций человеку не хватает. Эмоции что передают? Цвет. И начинают вводить цвета в те места, которые всегда смотрелись как продолжением человеческого тела. Ванная комната, постельное белье, нательное белье, кухня всегда были белыми, да? И вот вводят цвета, которые французские дизайнеры назвали отпускными. Ярко-оранжевый, ярко-синий, желтый, зеленый, какие-то не полностью как бы интерьер яркий делается, но вводят яркие цвета. И кроме того, заметили сейчас, вот девочки особенно, наверное, замечают, если в магазин ткань зайдешь, гладких тканей мало, да, фактурных очень много. Потому что мы же воспринимаем не только зрение, мы полностью воспринимаем окружающий мир. Фактура тоже дает эмоции, и дизайнеры тоже это используют. И вот последнее, это я к чему еще пришла. И вдруг вот эти яркие цвета, которые взорвали буквально 60-е годы, сейчас начинают исчезать. Каким образом? Абсолютно сознательно. Вот вам дизайнеры, используя инструмент тысячелетий, отражают происходящее в действительности. На примере черного цвета. Черный цвет, он всегда в обществе маркировал два социальных полюса. С одной стороны, это то, что называется рассерженная молодежь, сердитая молодежь, это черные куртки, это черные водолазки, джинсы и так далее, такие анархически настроенные упрямцы. С другой стороны, это элита общества, это президенты, это черные костюмы, белые рубашки, черные галстуки и так далее, да? Вот. И вдруг, вот вы сейчас задумаетесь, вы давно ли видели хоть какого-нибудь президента в черном костюме? А? Нет ведь? Заметили? Маренго есть, там темно-синий, темно-коричневый есть. Почему? Черный цвет – это конкретное символическое высказывание. Да? А если нельзя говорить слово «негр», значит, и черный костюм одеть нельзя, получается так. Ну так получается, мы не можем этого сказать. То есть вот дизайн, получается, решая, я к чему все веду-то, да, я уже заканчиваю. Дизайн, решая абсолютно современные ему задачи, он всегда, вы только не забывайте, что он опирается на опыт человечества, на тысячелетний опыт человечества. Его никуда не выкинешь. Когда мы работаем с книгой, мы работаем с настоящей книгой. Мы должны ее видеть. Ведь вы понимаете, какая интересная сейчас вещь произошла, какой парадокс. Вот компьютер, вот книга. Да? Вот они борются сейчас. В моей душе они тоже борются, но пока побеждает книга. Потому что книгу можно потрогать, ее можно понюхать, ее можно погладить, правда? Ее можно взвесить на руках. Она с тобой общается. Это такое интимное, такое тонкое общение, какое невозможно получить через компьютер. Поэтому вот наши милые хозяюшки, слава Богу, что они появились в нашем институте. Мне лично они помогают невероятно. И, конечно, моим ребятам, с которыми я сейчас работаю, они трогают эти книги. Знаете, они ведь отучились от этого. Вот один из моих самых любимых разделов – это детская книга.
Вот скоро у нас предстоит. Я попросила нынешних своих любимых ребят, принесите свои любимые детские книжки. У них уже их нет. Ну, может, это на чердаке где-то. А предыдущее поколение, которые приходили, они приносили вот по таким стопкам. То есть они воспитаны, они потрогали эти книги, они знают, что такое книга. И вот эти люди, они очень близки мне по своему состоянию, хотя эти и современные, которые уже забыли свои книжки. Я, ребятки, вас очень люблю, но я была очень сильно поражена, когда мы пошли в библиотеку, в отдел редкой книги, смотрят, значит, Инкунабула, там такая-сякая книга, там фронтиспис, там, значит, Шмидт-Титул, там какие-то такие очень интересные оформления книги, это все замечательно. И они в такой восторг пришли от чего вы пришли в восторг? От комиксов. Представляете, какая прелесть? Вот для меня это какой-то такой немножечко как бы такой, ну, второстепенный, даже третьестепенный какой-то такой уровень, да, литературы, вот, графического дизайна, скажем так. А вот для них это просто, они встрепенулись. Родное. Это родное для них, они вот на этом выросли. В этом нет ничего плохого, это тоже замечательная вещь, но вот это их, это дети уже вот нового поколения. И я преподаю уже 40 лет, и я вижу, что происходит с детьми, со студентами. Они не хуже становятся, не хуже и не лучше, они просто другие. Но слава Богу, что вот тот предмет, который я имею возможность преподавать, я думаю, что вы довольны, что вы трогаете эти книжки? По искусству. Нам готовят вот под таким типом, мы переносим, мы рассматриваем их. Мы листаем просто листаем эти книжки, ведь они их не листают. Они щелкают. Они не видят вот этих самых, как бы, вот эта красота вся, она пока спрятана тут, да, вы все видите, но мы имеем возможность с этой красотой общаться. И я думаю, что этот год у нас будет посвящен книге, а следующий год мы будем говорить уже о рекламе.